Собраться в таком формате противникам и сторонникам изменений в Конституцию удалось впервые. Поэтому и вопросов накопилось множество. Дело даже касается не столько самих поправок в основной закон, хотя по ним тоже есть разные точки зрения. Больше участников встречи волновала процедура принятия изменений в Конституцию страны. Ряд законодателей из числа противников поправок и представителей гражданского сектора потребовали представить авторов изменений. Как это проходил процесс выработки? Кто непосредственно писал? Можете вы вот этот вот процесс нам описать? Да. Ну, к этому документу мы еще, наверное, вернемся, но все-таки опишите нам, кто является инициатором, автором, кто непосредственно разрабатывал. Вопрос об авторстве поправок снял глава администрации президента. По словам Фарида Ниязова, идея, которая муссировалась в обществе уже много лет, была просто поддержана главой государства. Алмазбек Атамбаев поручил своему аппарату обобщить работу, проделанную экспертами и депутатами. По словам Ниязова, без внесения поправок в Конституцию сегодня не обойтись. Те, кто за один месяц написали 114 статей Конституции, сейчас говорят, что за 6 лет нельзя было выработать поправки в Конституцию. Так нельзя, неправильно. Действительно, из всех поправок, которые предложены, одна была незрелая поправка. Действительно, это вопрос Она созрела недавно, где-то месяца полтора назад бывший депутат Джоркеш, депутат 5-го созыва, предложил это внести по высшим ценностям. Да, она оказалась потом... скажем, она не созрела, и поэтому ее инициаторы согласились выставить на обсуждение. Сторонники реформ уверены, что изменения в Конституцию помогут улучшить работу всех ветвей власти, от законодательной до судебной. Кроме того, особые полномочия премьер-министра помогут правительству начать работу без оглядки на возможную отставку. Для этого в поправках предлагается защитить премьер-министра правом на сохранение мандата. Относительно усиления позиций премьер-министра, считаю тоже это правильным. И то, что сегодня предлагаемые изменения в Конституцию возложат больше ответственность именно на коалицию большинства за работу исполнительной ветви власти в том числе, это тоже правильно. Ведь при парламентской форме правления парламент и правительство они должны работать как одна команда. Как обещают инициаторы документа, окончательный вариант Конституции будет выработан по итогам общественного обсуждения. Сейчас лидер фракции СДПК отправился в регионы, чтобы ознакомить избирателей с предлагаемыми поправками. Как ожидается, вероятнее всего, референдум состоится осенью вместе с выборами в местные кенеши. Игорь Потанин, Владимир Кубалдиев, НТС.